Больше половины из регионов, остальные из Москвы и Петербурга. 30 финалистов архитектурного фестиваля. Макеты их проектов по преображению площадок Казанского завода «Сантехприбор» и портового элеватора. Владимир Якушев и Рустам Миниханов оценили идеи молодых. Меня уже архитектором не сделаете никак. Я могу вам раствор носить, кирпичи носить, но другое не смогу. Давайте вот скажем, напишем главам регионов, вот те проекты, те люди, которые к нам приехали, это же уже сигнал, что у них есть такие люди. Так, финал Казанского биеннале поможет молодым архитекторам сделать себе карьеру. Они, в свою очередь, предлагают лучшие проекты. Главная тема – индустриальные территории. Министр строительства страны предлагает создать институт изъятия заброшенных пространств. За это должна быть справедливая цена по понятной и справедливой оценке. Это не говорит о том, что это изымается бесплатно ни в коем случае. Законом у нас четко защищается право собственности. И уже на свободных территориях можно будет формировать точки роста, места притяжения людей. Это может быть парк, зеленая зона, бульвар. Например, в новом генплане Казани планируется создать 600 скверов шаговой доступности. Переосмысление промплощадок – одна из задач генплана. Следует похвалить Татарстан, потому что Татарстан, в отличие от очень многих, пока еще, очень многих регионов, умеет работать с жителями. Сколько общественных обсуждений проводится перед тем, как развить ту или иную площадку. Но есть и другая сторона вопроса. Безусловно, в любом небольшом городе там строительство нового объекта или новой дороги вызывает крайнее сопротивление, или застройка нового жилого района. И опыт решения таких вопросов тоже есть. Ведь в любом генплане, в том числе и в Новом Казанском, предусматривается стопроцентная социальная инфраструктура. Нужно искать баланс и все-таки отдавать приоритет задачам максимально долгосрочным. То есть есть ситуации, в которых нельзя обойтись без дорог, без новых, потому что иначе это будет приводить к гораздо более серьезным таким коллапсовым последствиям. Если не будет таких решений, когда мы говорим о стратегии развития города именно на какой-то долгосрочный период, то, собственно говоря, нам нечего будет развивать. И развивать есть что. Например, сразу 16 гектаров может освободиться в Казани. КВЗ, возможно, перенесет основные производства, а проектировать новую территорию вполне смогут и участники биеннале. Завершится же биеннале уже завтра, тогда мы и узнаем имена победителей, проекты которых будут иметь самые высокие шансы на реализацию. Салават Мухаммадуллин, Даниил Филатов, ТНВ, Иннополис. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.